Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 19 сентября 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Друзья, давайте поговорим. Приветствую всех, Критика, Леди, Фарума, Хамзата, Ури, Исака, Кубика, Ханум и всех, друзья. Друзья, когда начинается стрим, приходит вам оповещение, что будет стрим, предлагаю вам нажимать на уведомления, не просто лайк ставить, потому что там около 30 стоит лайков и одно только нажатие на то, чтобы когда начнется стрим, вам пришло уведомление. Это идут сбои, скидываются, я это все понимаю. Я сам оказываюсь подписанный на каких-то непонятных людей. Вообще, в первый раз, которых я вижу, никогда не смотрел даже их видео. Но так выясняется, и по странному стечению обстоятельств, они чаще всего такие русские, подчеркнутые русские. Вот где-то там может быть такой с креном в сторону национализма русский. Вот на таких я несколько раз уже, не соврать, 2, 3, 4 раза был подписан, обнаруживал и удалялся. Точно так же вам не приходит уведомление о том, что начинается стрим. Поэтому будьте внимательны, распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, друзья. Итак, начнем. С Божьей помощью. Так, валейкум ассалам, всех приветствую, Мансур, смотрящий Шаверга Маршволь. Друзья, проблема, которую сегодня мы будем обсуждать, это проблема, связанная с насильственной мобилизацией, готовящейся насильственной мобилизацией. Но может показаться, что сейчас чеченцы едут туда добровольно. Насколько они добровольно едут, показал, это только был один случай, который получил такую огласку и такой резонансный случай, когда был убит Магомед Бессултанов на Теречном районе за то, что отказался ехать воевать в Украину. Чеченцы не поддерживают эту войну, это очень непопулярная среди чеченцев война, скажем так, большинство чеченцев морально поддерживают Украину. Но почему-то некоторые украинцы не понимают, что происходит и в каком положении находятся чеченцы. Не возникает вопроса, почему, например, мобики, так называемые, ЛНР, ДНР, мобилизованные граждане Украины, они когда приезжают, это не вызывает какого-то такого странного удивления. Хотя огромное количество вот этих так называемых мобиков уже погибло. Можно рассказывать про дагестанцев, про бурятов, про калмыков, про кадыровцев, выделяя их из общей массы российских граждан и называя их отдельно по национальностям. Но почему-то не говорят про граждан Украины, которые больше всего гибнет и больше всего принимает участие в процентном соотношении. Ну, конечно, больше всего это русские, этнически русские россияне. Но также есть и русские, и украинцы, которые живут в Украине. Но по порядку я постараюсь рассказать, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Так как иногда бывает, я владею какой-то информацией и могу о чем-то говорить, предполагая, что этот человек тоже ее знает. Хотя человек может быть, если я недостаточно развернуто объясню, может вообще по-другому понять. Как было, например, сегодняшним моим вопросом украинцам, который я буквально час назад или меньше задал у себя в Фейсбуке. Я о нем тоже вернусь. Но сегодня я хочу поговорить, и тема будет у нас основная, про мобилизацию, которая намечается. Мобилизация на войну. Как вы видели в видео, перед началом этого видео, трейлер, перед началом нашего стрима, в этом трейлере Кадыров говорит, что русские и украинцы очень близкие родственные народы, много у них родственных отношений, и это мусульманская, чеченская война, и что он просит русских использовать чеченский народ
в этой войне. То есть отправить этот народ на убой. В 1941 году русские отправили нас на смерть, отправили наших мужчин на фронт, на Вторую мировую войну, которую сами же с Гитлером Сталин и развязал, а затем наших женщин, детей и стариков просто уничтожили в огромном количестве. Причем уничтожили не у себя на земле, а перевезя их куда-то в другое место, чтобы они умирали там и не портили вот этот прекрасный уголок на земле. И боюсь, что русские решили повторить свой опыт. Конечно, им тогда не удалось уничтожить, хотя большая часть чеченцев находилась, почти все чеченцы находились в их юрисдикции, под их влиянием, под их контролем, но им не удалось тогда уничтожить, так как если Богу не угодно, ни один народ при всем желании нельзя уничтожить, потому что жизнь народам дает Бог, и только Бог может на это. Это не значит, что русские не сделали все возможное. Они сделали все возможное и немножко больше, чтобы уничтожить нас. Но у них ничего не получилось. А тем более сейчас, когда добрая часть, треть чеченцев находится за границей, нас уничтожить уже практически русским невозможно. Да, Алмула. Но это не очень сильно, конечно, нас утешает, меня лично, потому что готовится всеобщая мобилизация. И сегодня я получаю разные голосовые видео, которые приходят мне на разные мои месседжи. И в одном из мессенджеров мне человек прислал голосовое, где он рассказывает, что идут на все ухищрения. Просто на все идут ухищрения, чтобы человек подписал контракт. Делается следующим образом. Мы, чеченцы, много лет находясь в войне, плюс мы знаем, как Россия относится к нам, поэтому образование у нас на очень низком уровне. И гаишники останавливают, так называемые гаишники, останавливают на дороге нарушителей, и этих нарушителей просят подписать штраф, протокол, подписать за какое-то правонарушение. На самом же деле подсовываются бумаги, где человек подписывает, что он готов ехать добровольно. Также ходят по домам и говорят, если у вас есть задолженность по газу, по свету, мы можем вам ее убрать, списать эту задолженность. И дают бумаги. А бумаги это контракт на участие в так называемой специальной военной операции в Украине. В итоге, получается, люди не понимают, газ долги-то спишут, там, кредиты могут списать, еще что-то. Люди не понимают просто, что происходит, потому что нету информационного объяснения, нету разъяснения для людей. И многие, которые занимаются освещением чеченской проблемы, не затрагивают эти темы. Практически многие не затрагивают этой темы, потому что им пока надо с Кадыровым побороться, потому что им нужно под контролем российской власти сместить Кадырова, одной части Гибни, сместить Кадырова, чтобы занять его должность и хапнуть все его бабки. Вот, с такими намерениями, видимо, это делается. Но нет просвещения, нет уведомления для людей. Поэтому мы будем заполнять этот пробел, хотя наш канал запрещен на территории фашистской России. Я призываю вас, всех, кто имеет хоть какую-то возможность, доносить эту информацию и давайте делать это вместе, потому что одному мне делать это очень сложно. Сложно имеется в виду не в физическом плане, не в материальном, техническом, а в смысле не до всех доходит. Но сейчас потихоньку до людей начало доходить. Приходят тоже сообщения о боях. Я это видео выложил, одно видео выложил у себя на YouTube канале. Вы его видели, идут бои, идут обстрелы. Как таковых боевых действий нет, как таковых прямой видимости противники друг друга не видят. У Украины очень много мощного современного оружия. Украина
дронами разведают, определяют местоположение, и хаймарсы и другие высокоточные орудия уничтожают противника. Противнику остается, российскому противнику остается только прятаться там или погибать. И вот давайте об этом поговорим. От вас я жду ваше мнение, ваши советы. Мы должны это обсуждать, мы должны этот вопрос вынести на повестку как главный вопрос. Так как если произойдет насильственная, принудительная мобилизация от 18 до 60 лет, как они это сделали ЛНР и ДНР, так называемых, то большой вероятностью у нас может произойти то же самое. Что мы можем сделать по этому поводу? Здесь в Европе мы предпримем все необходимые шаги. В Украине, в случае, если уже мобилизация произойдет и чеченцы получат оружие и окажутся на фронте, я могу выходить на контакт, я могу приехать в Украину, я могу приехать туда на фронт к вам, я могу встретить любого, кто захочет перейти. И таким образом мы сможем спасти большую часть людей. Но нужно понимать, что украинцы очень обозленные. Не зря вот эти полгода, 7 месяцев русские рассказывали нам про злых кадыровцев, всячески пытались пристегнуть кадыровцев, да, кадыровцев там, военным преступлениям, массовым убийствам, очень тяжким преступлениям, которые были совершены там, в Буче, в других местах, сейчас в Изюме находят. Ну, про Бучу некоторые вспоминали и говорили, что там были кадыровцы. И это очень важно. Там мог быть татарин быть, там мог быть там дагестанец быть, там мог кто угодно быть. Но если там где-то рядом оказался один-два чеченца, то все, эти два чеченца, обязательно о них нужно сказать. Это чисто русская пропаганда, на которую украинцы поддаются. И вот вернусь к тому вопросу, который я задавал украинцам у себя в Facebook. И потом поговорим и о нем тоже, потому что многие не понимают, что происходит и так далее. Ну и есть, и надо честно признаться, есть среди украинцев люди, которые, ну, такие же шовинисты, как и русские. Их отношения, их высказывания иногда их очень часто выдают себя в этом, потому что они привыкли, они находились в русском информационном пространстве, чурка, черномазый, там и все вот эти неприятные эпитеты в адрес кавказцев, выходцев с Кавказа. Это я самое легкое называю, самое такое безобидное их название, которое они делят нас. В Украине это тоже очень хорошо принималось. Конечно же, это не один народ, но там очень много есть и русских, и мы видим, что есть украинцы или граждане Украины разных национальностей, которые за Мордор, за Россию и воюют и убивают украинцев. Поэтому эти вопросы нам тоже нужно будет аккуратно, щепетильно подходить. Сейчас где-то критиковать Украину, где-то там делать не самое подходящее время. Поэтому я это буду делать в очень корректной форме. После войны, конечно, я не буду так корректен. И поэтому постараемся объяснить, постараемся нашим друзьям, нашим естественным союзникам, за которых воюют чеченцы, постараемся аккуратно, как мы умеем, уважительно донести, до кого можно донести, до кого нельзя, ну что поделаешь. Друзья, почитаю ваши комментарии, и как вы знаете, наш стрим называется «Акт национального неповиновения против насильственной мобилизации». Это идея, которую вчера в стриме подал нам Хусейн Исханов. И давайте об этом тоже поговорим после того, как я почитаю ваши комментарии. Так, Асан, скажи, пожалуйста, чтобы услышали тебя, если насильно отправили на войну, пусть сдаются без сопротивления, не нужно умирать за фашистскую Россию. Да, абсолютно так. Абсолютно так. Абсолютно так. Насильно заставляют. Смотрите, люди, у нас был геноцид. У нас страна оккупирована.
в отличие от лугандонцев, у нас вот этих коллаборантов, ну, максимум 3-5% наберется. Да, люди не хотят умирать, люди не хотят воевать. Это естественно и нормально. Особенно воевать против страны, которую боится весь мир. И мы знаем, как боялся весь мир, пока сейчас уже, когда Украину поставили перед фактом жизнь или смерть, и украинцы начали уже под Киевом обороняться, и весь мир поддержал их. Да? И мы как видим, у страны у этой есть и ядерное, и биологическое, и химическое, и всякого рода разное оружие. И людей, как мы видим, опять же, добровольно готовых убивать людей за деньги. Абсолютно не имеет значения какой национальности или религии. Просто они готовы убивать это. Таких людей полно. И к большому сожалению, чеченский народ был оставлен всем миром. И весь мир помогал. Не только просто молчаливо наблюдал, а помогал убивать чеченцев. И Украина в том числе помогала. Поэтому украинцы должны немножечко сделать скидку для чеченцев, понимая, что не просто много украинцев извинялось, конечно, когда поняли, кто такая Россия, что такое Россия. Но при всем при этом мы должны понимать, что одних извинений недостаточно. Народ пережил геноцид, и этот народ находится полностью в заложниках. И между бандитами из Кремля и Лубянки и чеченским народом установлен такой договор. Лояльность в обмен на жизнь. Чисто как у террористов и у заложников. Да? Вы подчиняетесь, за это вас не убивают. И вот сейчас вот этот договор лояльность на жизнь, он отменяется. Потому что чеченцев, хотя и тогда убивали чеченцев, но это было не так массово, как это сейчас уже происходит и будет дальше происходить, если будет вот эта всеобщая мобилизация насильственная, то чеченцы находятся фактически в заложниках. И мне даже до сих пор 7 месяцев прошло, даже вот позавчера Хусейн дает украинцам, Хусейн Исханов, депутат, единственный депутат, продолжающий вести деятельность Чеченской Республики Ичкерия, депутат Хусейн Исханов, они ему опять вопрос про Кадырова. Кадырова расспрашивают. Я не понимаю, что, понятно, что русские навязывают эту пропаганду, но зачем ее вам-то принимать, украинцы? Не могу понять, уже 7 месяцев прошло. Кадыровцы там погоды не делают, как таковой, никак. Вообще никак они ее не делают. Да? Они где-то там каратели, где-то говорят заградотряды, они там дезертиров вылавливают и так далее, но может быть, я не знаю, насколько это достоверно, но такая информация есть. Поэтому, говорить о них было бы, не совсем верно. И это не то, что я заступаюсь за кадыровцев и так далее. Я полностью на стороне Украины. Полностью, целиком и полностью, вообще без сомнения. Без малейшего сожаления. Но есть момент, когда есть люди, которые идут добровольно, а есть люди, мои родственники, мои друзья, мои знакомые, тоже находятся в Чечне. Их настраивают против меня, чтобы меня уничтожить, понимаете? И я не испытываю к ним ненависти, потому что я знаю, в каком они состоянии находятся. Я знаю, да, они меня убьют, если у них предоставится такая возможность. Они вынуждены это будут сделать, чтобы не убили их самих, их родственников, жену, детей. Там много что, там такие методы есть. Поэтому нужно в этом смысле немножко с пониманием относиться, так, если мы не русские. Если мы не такие фашисты, как русские. Но опять же, я понимаю Украину, я понимаю, что на их голову летят бомбы, и им как-то без разницы, тем более днем и ночью русская пропаганда рассказывает, что Кадыров сидит, говорит, нужно объявлять всеобщую мобилизацию и так далее, и бросать весь чеченский народ в огонь. А Кадырову это выгодно. Кадырову выгодно это потому, что он сможет избежать ответственности за те злодеяния, которые он совершил в отношении чеченского народа. Он готов весь чеченский народ, как Путин весь российский, русский народ пожертвовать ради того, чтобы один день прожить на этой земле. Также Кадыров готов пожертвовать всем чеченским народом, чтобы один день лишний, в случае угрозы для его жизни, просуществовать на этой земле, в этой жизни.
Поэтому мы должны относиться с пониманием. И также мы должны понимать, что чеченцы не враги Украине. Да, украинцы были, некоторые украинцы были, воевали у нас. Известный Буданов, самый известный, он с Донецка и так далее, и так далее. Сейчас не будем возвращаться, я об этом уже говорил. Вот нужно разделять людей. Людей, которые верой и правдой, ради денег, конечно же, хотят служить России и не гнушаются ничем, убивают чеченцев, украинцев, кого угодно, кого им прикажут. А есть люди, которые не участвуют вот в этом во всем. Но есть огромная машина пропаганды, которая работает на то, чтобы чеченцев забрать на эту войну и использовать их в этой войне. И очень хорошо, если они погибнут со стороны Кремля, да, с точки зрения Кремля и Кадырова. Если же они не погибнут, ну, значит, они кого-то убьют. Это тоже хорошо, тоже, опять же, со стороны, с точки зрения Кадырова и с точки зрения русских. Поэтому мы должны относиться очень с пониманием. Следующее. Чеченцы, вот это в начале были, которые шли за бабками, сейчас уже не идут, уже закончились, кто за бабки шел и так далее. Да и охоту отбили многим. Сейчас идут те, кого вынуждают. Да, это не такая официальная, юридически правовая там, мобилизация, но при этом нужно понимать, что законы в России не действуют, а в Чеченской республике во временно оккупированной фашистской Россией не действуют вообще. Там действует только вот договор, лояльность в обмен на жизнь. Чисто между как бандитами, как между террористами и заложниками. Поэтому я это к чему сейчас все это рассказываю. Недавно мы видели видео, где сдался мужчина, перешел сам на сторону русских, его зовут Киргиз. Кстати говоря, обращаю внимание на имя. У нас есть имя грузин, киргиз, осетин, кабардинец, черкес. Это к тому, нацисты мы или националисты. Я не знаю ни одного народа, который называет другими народами своих детей. Это подчеркивает, насколько толерантны чеченцы к разным другим национальностям. Ну, его зовут Киргиз Мусиханов, этот человек. И этот человек сдался в плен. Есть видео, на этом видео этот человек говорит, что он добровольно пришел, они едут в машине. Я не знаю, передали его Украине, России или нет, но там люди, которые с ним встречались, говорили, что да, не волнуйся, мы тебя вернем обратно в твою семью. Если бы он хотел вернуться в семью, я думаю, этот человек бы не стал бы сдаваться. Да, одно дело, когда ты сдаешься, именно когда ты поставлен в такие условия, жизнь или сдача в плен. Другое дело, когда ты сбегаешь от своих, переходишь, сдаешься сапером, я вам это видео покажу, сапером, украинским сапером, 25-я, по-моему, как это называется, эта бригада. И я полагаю, что это был он, но может быть и не он, я не знаю. Там произносится фраза «Слава Украине». Человек говорит «Слава Украине», что это как бы его никто не заставляет, ему никто не, наоборот, ему говорят «Будешь жить, не волнуйся, все, ты уже там в безопасности». И тогда он говорит «Слава Украине». Обычно так не говорят русские. Я смотрел сегодня еще одно видео, там какой-то бич связанный лежит. Ему говорят «Скажи Слава Украине», он говорит «Слава СССР». Представьте, вот как говорят те, кто идейно пришел убивать украинцев. И вот с этим у меня возникли небольшие вопросы. Мне даже пришлось удалить 2 друзей
Фейсбука. И вообще они оказались никакими не друзьями. Ситуация следующая. Я задал вот такой вопрос. Считаете ли вы, украинцы, но я его вначале задал некорректно, и мне потом, когда поняли, что я имею в виду, некоторые начали писать, что тогда это все выглядит по-другому. Вопрос был следующий. Поддерживаете ли вы обмен? Поддерживаете ли вы обмен добровольно сдавшихся кадыровцев, в кавычках, на украинских военнопленных? И потом я уже понял, что я неправильно составил вопрос, так как люди не поняли. Опять же, я представлял, что люди владеют той же информацией, которой владею я, что было ошибочное мнение. И дополнение к этому вопросу. Добровольно сдавшийся не хочет возвращаться в Россию. То есть поддерживаете ли вы обмен добровольно сдавшихся кадыровцев на украинских военнопленных, который не хочет возвращаться в Россию? Не только добровольно. И вот когда я уже пояснил, некоторые начали уже более правильно отвечать, как я это вижу, отвечать на вопрос. Потому что я немножко занервничал. Как это так? Говорят, нет, если кадыровец сдался, все, его нужно обменивать. Там, и так далее. Ну и такие, конечно, тоже есть. Потому что если человек находится в заложниках, у него единственный, вот этот Киргиз Мусиханов, парень, его дядя воевал Первую русско-чеченскую войну, он погиб. Я не знаю, отдали его или нет, я не знаю, если его уже обменяли, уже появилась там кое-какая информация, что могут обменять на азовцев, на девушку из Азова, медика, Полищук. Я об этом тоже выставлял. Но я не знаю, отдали его или нет. Потому что была информация, что его уже обменяли. Но потом выяснилось, что это не тот человек. Что это другой человек был на видео. И там была просто небольшая ошибка. Я очень надеюсь, что его не отдали и не отдадут. Потому что этот человек, его отец погиб, сражаясь против русских. Его брат во вторую войну, первую войну погиб дядя, во вторую войну был похищен брат и без вести пропал. И такие люди не имеют никаких прав в Чеченской Республике. Я как правозащитник, адвокат, который очень много с такими людьми общался и на анонимных условиях, потому что люди очень боятся, никому не доверяют. И в этом плане эти люди самые незащищенные. Их пускают на так называемый результат. Как известно, был у нас такой главарь банды УФСБ по Чеченской Республике Игорь Хвостиков. Так вот, этот Игорь Хвостиков просто вычислял людей вот такими людьми, там, как Янгулбаевы, там, Мангулбаевы, которые на религиозной почве подбивали людей и выявляли людей, которые недовольны. Я как бы понимал, что такие вещи нельзя говорить и не находился в Чечне, поэтому долгое время оставался жив и на свободе. Молодые чеченцы очень многого не знают. Они не знают, как работает система, какие подлые люди на земле существуют. И эти люди были сданы ФСБ Игорю Хвостикову. 27 молодых человек тогда было казнено, было очень, сотни были задержаны, и в одном месте 13 человек, а так в общей сложности 27 человек, а по моим данным, которые я получал, около 100 человек тогда было казнено. И очень многие просто были избиты, запытаны, замучены, и несколько человек уже после того, как получила эта тема огласку, потому что непосредственный участник вот этих задержаний, потом допросов, потом убийств этих людей, свидетель, не всего, один из сотрудников Сулейман Гезмахмаев, удалось выехать сюда в Европу, в Германию, и нам удалось с ним написать заявление, и благодаря этому люди просто не были казнены. Но они получили там по 20 лет срока, абсолютно невиновные люди, все.
Никто из них, у них один пистолет, их там несколько сот было задержано, один пистолет был только изъят, и ничего у них не было, кроме мысли преступления. То, что вот я перед вами сейчас делаю, они это делали в кругу своих друзей, и за это они были убиты. Поэтому вот такая вот нехорошая ситуация разворачивается. Поэтому нужно понимать, в каком положении находятся чеченцы. Да, есть кадыровцы. Эти кадыровцы, например, каждый день мне пишут, ну, сейчас уже не каждый день, но угрожают мне, уже просто перестали, понимая, что просто так грозить бесполезно, да я их и баню. А так они не только бы убили бы меня, они бы намазали бы меня на хлеб и съели бы с удовольствием. Вот такая ненависть у них ко мне. Соответственно, я испытываю к людям адекватные чувства, которые испытывают ко мне. Ну, съесть я их не хочу, конечно же, и смерти я им не желаю, но в местах лишения свободы им побыть я бы пожелал бы. Поэтому нужно понимать, что я не заступаюсь за тех, я, можно сказать, более мотивирован, чем многие украинцы на то, чтобы не быть за них. А так, когда мы уже вели эту борьбу, многие даже не то, что не понимали, как я говорил, поддерживали тех, кто нас убивает. Этих же кадыровцев. Кадыровцы прекрасно себя чувствовали в Киеве, в Крыму, покупали заводы, фабрики и так далее, вкладывались в бизнесы, недвижимости и так далее. И даже, может, часто приезжали, но очень долгое время чувствовали себя очень-очень даже неплохо в Украине. Поэтому нужно относиться с пониманием. Чеченцы это не россияне, это оккупированный народ, оккупированная страна, Чеченская республика Ичкерия. И поэтому нужно с этим вещам относиться аккуратно. И это плохая новость для чеченцев, в первую очередь, которых могут мобилизовать. Что есть такие настроения в украинском обществе, отношения к чеченцам поголовно, допустим. Хороший, плохой, пришел с автоматом, все, враг. Да, он враг, я нисколько не спорю. Но при всем при этом нужно понимать. Потому что если ведете настоящую сакральную, честную, справедливую борьбу, ее нужно вести по отношению ко всем, а не к тем, там, с русскими заигрывать, да, создается русский легион, например, из военнопленных, а вот этого киргиза Мусиханова Закаев говорит, ничего, мы тебя вернем, ты скоро свою семью увидишь. Хотя человек говорит слава Украине, если это был он, конечно. Он говорит, я убежал от своих. Ну, это же не вот этот человек решает, а решает в любом случае украинское руководство. И тут появляется информация о пташка у нее позывной Екатерины Полищук по позывному пташка, что и ей за 4 месяца разрешили в первый раз снять. Ее сняли на видео, показали ее, что она жива и так далее. Это ну, чисто террористические методы русских. Убийство в Аленовке тогда азовцев, уничтожение там большого числа военнопленных украинских, было именно для того, чтобы шантажировать украинцев, доводить украинцев до этого состояния. И кто меня смотрит, мои стримы помнят вот эту всю историю. Помним, как Фейгин предлагал похищать украинская журналистка, просто для понимания, что там происходит. Украинская журналистка говорит, да, надо брать чеченцев. Эти чеченцы, скорее всего, граждане Украины, или, может быть, России, ну, родственники каких-то там кадыровцев или там каких-то российских чиновников. Может быть, родственники, а может, они вообще ничьи не родственники. Там уже никто разбираться не будет, чей родственник, чей не родственник. Кто знает, может, я со своим двоюродным братом в плохих отношениях, а меня похищают, чтобы обменять на какого-то азовца. Но сам факт похищения людей, похищения чеченцев и так далее, мы это все проходили в Чечне. И Фейгин, приглашаемый, уважаемый Марк Захарович, как его называют украинские журналисты, спокойно рассказывает, да, надо брать заложники, конечно, надо захватывать. Кстати говоря,
для чеченцев. Говорят, Марк Захарович находится где-то во Франции. И этот Марк Захарович призывает похищать чеченцев. Я думаю, это уголовная статья, и нужно писать заявление на этого человека, чтобы он вернулся в свою вот эту фашистскую Россию и там занимался своими похищениями и так далее. Там они очень хорошо это, кстати, делали. Кстати говоря, Марк Захарович военный преступник, который воевал в Боснии под руководством военного преступника, осужденного в Международном уголовном суде в Гааге, Младича, сербского генерала. И вот такие вещи происходят. Потом происходит убийство, якобы убийство дочери Александра Дугина. Потом ФСБшник он или ГРУшник Илья Пономарев общается, рассказывает, что гражданин Украины, кстати говоря, который берет на себя ответственность за террористический акт против некомбатанта в России. Я не говорю, хорошая Дугина, плохая, виновата, не виновата, не об этом речь. Можно убивать, законная это цель или незаконная цель. Я чисто о юридической стороне вопроса. Она не комбатант, и нельзя убивать. Ни пропагандистов, их нужно сажать там и так далее. Но убивать не можно на войне только комбатантов. Это не я говорю, это говорит международное право. И вот таким вот способом чеченцев делают разменные монеты. Работы никакой не ведется, вернее, ведется работа, ведется очень мало этой работы, ведется очень плохо она ведется. Но вот такая вот ситуация. Поэтому мы чеченцев в обиду не дадим. Все прорусские, подрусские, эти люди являются преступниками. Но даже к этим преступникам я не просто буду требовать от украинцев, я от чеченцев это буду требовать, я это говорю всегда, и так и будет. Потому что если я буду жив, я это буду требовать, доказывать, добиваться, чтобы отношение даже к этим преступникам, которые нас убивали, которые даже убьют меня, если я не доживу до этого, убьют меня, я призываю только в соответствии с законом относиться к ним. Кровная месть, это все делается, когда мы находимся в оккупации, и у нас нет возможности это сделать законным способом. Восстановить справедливость, наказать виновника, да, чтобы в следующий раз было неповадно, как говорится. Но при всем при этом нужно понимать, что если мы строим государство, а не какой там первобытно-общинный строй, или где мы находимся под оккупацией, да, то есть на нелегальном положении, и вот таким образом. Нет, это должно быть строго в соответствии с законом. Все, что вы не делаете по отношению к русским, я могу сказать украинцам, например, создается какой-то легион, русские воюют против них, они их захватывают, они создают русский легион. Чеченцы же никакой имперской войны не ведут, сами в заложниках, да, есть мерзавцы, подонки, которые за деньги идут, но вот эти чеченцы, их хотят отдать, даже тех, кто и не воюет, даже тех, кто и гражданин Украины, да, вот мы знаем, зампредставитель Кадырова, сына обменяли, тоже деньги фигурируют. И в этом случае, я могу сказать, всегда при обмене, всегда фигурируют деньги. Так было у нас. Даже есть такой один украинский блогер, который занимается вот этими пленными, обсуждает. Он говорит, ну самые дорогие это кадыровцы. Ну там расценка идет. Чисто русский бизнес. Почему-то говорили, что это чеченский бизнес. Но когда в Украине началась война, этот бизнес и появился там. И там в Чечне, и там в Украине, везде русские. Может все-таки дело в русских, а не в чеченцах или в украинцах. Но это такой риторический вопрос, который ответа не требует. Конечно же, дело не в нас, а в оккупантах, которые пришли. Вот этот киргиз Мусиханов заявляет, что я надеюсь, очень надеюсь, что его не передали, но если его передали, это пополняет ряды получается. Потом есть такая процедура, если вы сдаетесь добровольно в плен, для чеченцев это я тоже поясняю, которых мы еще призвали или кто уже там находится, если вы попали в плен,
вам предоставят документ, хотите ли вы вернуться в Россию. И если вы согласны, вас могут обменять и вернуть. Если вы не согласны и не подпишете бумагу, вас не вернут. Но вам могут подсунуть эту бумагу, сказать, вот тебя сейчас отпустят, все, давай сейчас ты, и все такое там, и так далее. Поэтому ни в коем случае подписывать такие бумаги не надо, если вы реально не хотите вернуться в фашистскую Россию. А если же вы хотите уехать из Украины, да, и не оставаться в Украине, то Литва предоставляет такую возможность. Литва предоставляет всем, кто сдастся в плен, а еще лучше, если сдаются в плен, приходить с оружием, с техникой. Вообще будет удобно сесть в танк, связаться с кем-нибудь на той стороне, то есть на нашей стороне. Можете мне написать еще как-то. Позвонить и сказать, я готов перебраться, куда мне выехать. Все, человек запрыгивает в танк или в БТР, переезжает и получает еще за технику деньги. Более того, его сразу же переправляют, если есть необходимость, он может, про него может создать такую легенду, украинцы сами так говорят, что он погиб, что там пропал без вести и так далее, чтобы дома родственникам не было каких-либо проблем. И вот этот парень, киргиз Мусиханов, с Урус-Мартана, он на видео сам говорит, если это был он, я точно не могу сказать, я вам сейчас покажу это видео. Он говорит, слава Украине, там акцент, и вероятно он говорит. И потом второе видео, где тоже его снимают на камеру, он это видит. И он в первом видео это видит, хоть глаза завязаны, он так поднимает голову, и видно, что он видит, что его снимают. И он говорит, что я от своих убежал, и вот сдался в плен, короче. Перешел к своим. Ему говорят, тебя не били? Он говорит, нет, меня не били, потому что я сам добровольно пришел, и меня никто пальцем не тронул, он говорит. Поэтому вот таких людей мы должны попробовать сохранить, не возвращать их ни в коем случае, потому что это, во-первых, нарушение закона, если не подсунут бумажку, и он не подпишет, что его добровольно отдали, а это обман. Во-вторых, знаете, если я, например, сижу в окопе, а чеченцы друг про друга все знают и так далее, и раз кто-то убежал, и проходит информация, что вот там какой-то киргиз перешел на сторону Украины. А я это слышу. Мы все это слышим. Проходит какое-то время, киргиза возвращают в Россию. Что с ним будет, мы приблизительно понимаем. И у меня человека, допустим, который не понимает в этих всех сложных хитросплетениях русско-украинской войны, возникает вопрос, а что они, значит, все объединились против чеченцев? Значит, если я сдаюсь украинцам, украинцы выдают Тимура Тумгоева, это известный факт, вносят в санкционный список батальон шейха Мансура, и если сейчас выдают, допустим, киргиза Мусиханова, то получается, что чеченцам нет никаких вообще вариантов сдаваться. Если ты сдашься, то тебя потом отдадут и тебя там уничтожат. А он не боялся это говорить. Я почему говорю? Он на камеру говорит и слава Украине, говорит, я перешел. Он не боялся, что с родственниками дома что-то будет. Я не знаю, сколько у него родственников и так далее. И может он вообще с родственниками не общается со своими уже давно. И там, может быть, он же сам сбежал, получается. Говорят, его не взяли в Чечне. Он поехал в Москву и с Москвы уехал. Я полагаю, что человек просто хотел сбежать из Чеченской Республики. Потому что таким людям не выдают загранпаспорт. А даже если есть загранпаспорт, нужны большие деньги, чтобы получить визу. А чтобы получить чеченцу визу, это вообще отдельная история. Просто отдельная история. И вот эти все западные страны, возвращаясь к тому, как помогали нас уничтожать, не давали нам виз. Если ты плохо одет, если ты там недостаточно просто как турист едешь, все, тебе в визе отказывали.
Просто отказывают тебе в визе. Как обычный русский подать в любое посольство документы там за $100 или там за несколько тысяч рублей заполнить анкету, там купить билет, там забронировать отель и полететь. Чеченцу это огромнейшая проблема. Во-первых, чеченцам богатым это не проблема, они летают, у них все есть. Первый раз кто летит, который не знает даже нормально русского языка, который не имеет 2-3 тысячи долларов, чтобы поставить визу, потом, если у тебя семья, дети, это еще огромные расходы. Это для чеченцев, которые не подрусские, не подхолопные. Это большие деньги в Чечне. Если кто-то думает, что чеченцы все ездят на Роллс-Ройсах и Мерседесах, и там все прекрасно, это очень ошибочное мнение. Там ездят на Роллс-Ройсах и Мерседесах только те, большая часть. Не все, конечно, большая часть, кто служит России. Другим не дают даже эти деньги заработать. Ты должен быть лоялен, ты должен не просто молчать, ты должен подчеркивать свою лояльность. Только так. Неужели это непонятно? И это все согласие мирового сообщества. Все согласие Украины в том числе. И всех других. Да, Украина там особо погоду не делает. И не могла влиять на это. Но Украина выдавала, СБУ выдавала чеченцев. И так далее, и так далее. Я и сам имел неприятные общения с пограничниками украинскими и так далее, будучи адвокатом, будучи прописанным в Москве и так далее. Просто за то, что я чеченец. Меня снимали с поезда, меня держали, меня возвращали обратно в фашистскую Россию, хотя мне нужно было просто с обратным билетом на день побывать в Киеве и вернуться. Поэтому эти все вещи нужно учитывать. Нельзя так огульно сказать, что все, кадыровец, там, если он с автомата пришел, все. Да, есть мерзавцы-подонки, я еще раз говорю. Те, которые меня просто съели бы заживо. Ну и что? Теперь мне всех чеченцев ненавидеть? Или мне всех украинцев из-за Буданова ненавидеть? Но это же не так. Надо же разбираться. И война еще не закончена. Знаете, может показаться, что какие-нибудь есть такие вот эти шовинистические, фашистские нотки будут проскакивать, может показаться, но мы сейчас побеждаем, сейчас мы там, можно уже наплевательски относить, ну некоторые могут подумать, чурки, мы вам сейчас покажем, там, черноэти и так далее. Но война не закончилась еще. И даже если бы она закончилась бы, знаете, я когда сюда приехал в 2015 году, я очень активно начал с украинцами на митинги ходить, встречаться там и так далее. И я ходил здесь в консульство у нас в Гамбурге, украинское консульство. Приходил там, меня терпели, я не знаю, со мной были вежливые там и так далее, и так далее. И потом как-то у нас было какое-то мероприятие, и одной своей знакомой я сказал, вы придете? И мне сказала она, что, знаете, у вас же нет государства. Понимаете? А я на все мероприятия, на все вот у них посещал, и она там много раз была. Она говорит, вот видите, у вас нет уже государства, поэтому там и так далее. Это был где-то уже 2016-17 год уже это был. Может быть 17 18 не помню сейчас точно. Может даже чуть попозже, потому что я очень много участвовал. Я просто перестал ходить в это консульство. Понимаете? Все было отлично, все было нормально, уже все, Россия дальше не идет, на Донбассе остановилась и так далее. И все вернулось просто на свои круги своя. А потом, когда это началось, я уже не ходил на эти мероприятия, потому что с этими украинцами, да, с другими я общаюсь, продолжаю общаться. Но вот это отношение потребительское, оно мне, например, напоминает немножко русских. А как к тем, кто к нам относится соответственно, мы относимся соответственно. Поэтому нужно быть в этом моменте очень аккуратным, чтобы не растерять друзей, тем более еще не до конца победив. Хотя, конечно, есть друг Америка и так далее, но если такое же отношение начнется к Америке, к Западу, я вас уверяю, на пятую точку посадят быстро, как сейчас Россию сажают, еще и припомнят, что очень много сделали. Поэтому нужно оставаться человеком, несмотря ни на что. И друзей видеть
ценить и не раскидываться разными такими вещами. Вот как-то так, друзья, я начал говорить сейчас. Так, что у вас случилось, друзья? Я перехожу к вашим. Так, друзья, перехожу. Маш, леди, тебя Эд Мамедов удалил твои сообщения. Почему? Почему Эд ты удаляешь? Так, а как теперь включить? Возвращаясь к вашим комментариям. Я не знаю, как теперь вернуть этот комментарий. Что случилось? Эд, кто на тебя напал? Только единицы едут на эту войну добровольно, говорит Мансур Мак. Да, именно так. Именно так. Так, да, Асан, скажи, пожалуйста, так, это уже было. Кто не подписывает договор участия в Украине, если у них есть коммунальная задолженность, их отключают от газа, света и так далее. Да, это самое легкое то, что делается. Это самое-самое такое легкое применяется. Так, друзья, мирное соглашение между Чеченской Республикой Ичкерия и РФ 1997 года должно еще действовать. РФ не имеет никакого права на свою армию призывать чеченцев. Литва. Именно так, Картукас. Именно давайте сейчас вернемся к этому вопросу и скажем так, смотрите. Призывать обязательная насильственная мобилизация для внутри своей страны, если есть закон, она разрешена. Это внутреннее дело фашистской России. Но если мы граждане России, если мы граждане Ичкерии, то нас не имеют права призывать. Только граждан России они имеют право призывать. Граждан Ичкерии это незаконно, даже пропагандировать. И если вы, это не надо говорить Чеченской Республике, это если вы попадете в Украину или еще как-то в душе, или как-то вы считаете себя гражданами Ичкерии, то все, что делается по отношению к вас, это незаконно. Если вы признаете юрисдикцию России, то это законно. Поэтому нельзя признавать себя гражданами России. Именно для этого нам нужна Ичкерия. Именно для этого нам нужно свое национальное государство. Не для того, чтобы там для Богом данное нам право. Оно нам Богом данное и оно должно быть реализовано. Но и для того, чтобы мы могли иметь права, чтобы какие-то бичи не могли отправлять как бичей на войну, на не нашу войну, на преступную войну, самую постыдную войну. Просто стыд и позор всем, кто берет оружие и идет. Из-за коммунальной задолженности, и за что бы там ни был. Стыд и позор. Но то, что обманным путем вынуждают, заставляют, рассказывают сказки. Вот я выкладывал видео, они сидят, говорят, мне сказали, что я буду в городе там проводить какие-то там полицейские операции. Они привыкли их проводить. Там одного бедолагу окружить там 100 человек, и там его там избивать, задерживать, убивать, это не страшно, это безопасно. Им так говорят, едешь, все, он едет. Я его не оправдываю. Я говорю, как их туда заманивают, чтобы вы понимали, что там тоже не все так доносит. И мы вот должны доносить эту правду. Мы должны эту правду доносить. Поэтому, чеченцы, не забывайте. Так, ассаламу алейкум всем, ва алейкум салам. Рашка никогда не соблюдала и не будут договоры, которые они подписывают. Именно так. Рамзан Ая, ассаламу алейкум, Асан. Ты хотел бы вернуться на родину ты? Ва алейкум ассалам, Рамзан. Да, конечно, я хочу вернуться, я вернусь на свою родину. Скоро. Конечно, я хочу. Кто не хочет. Вернемся, когда от фашистской Рашки. Да, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Кубик Рубик. Украина чем помогала убивать чечен? Ты говорил, что Буданов украинец, хотя никакой он не укр, а русский шовинист. И он сам говорил, что воюет в Чечне с чеченцами и хохлами. На ютубе с ним ролики. Я говорил, что он с Донецка. Я не говорил, что он с Украины.
Понятно, да? Поэтому не все чеченцы, которые, все кадыровцы или из Чечни едут, тоже не все чеченцы. Но вот по этническим признакам их не делят. И это был как пример. Не один Буданов там был. Да, и давайте не будем сейчас эти вещи трогать. Мы обязательно затронем, поверьте. Кто был виноват, кто был в этом замешан, в Украине, там еще где-то принимал участие непосредственно против нас в войне, поверьте, украинец это будет, или папуас, или чеченец, не имеет значения. Мы будем всех спрашивать. Поэтому факт есть факт. Про СБУ тоже не забываем, да, ваша СБУ, там же тоже украинцы служили. Начальника СБУ, министра обороны Украины, при Януковиче, которые все были. Мы все, да, знаем, поэтому речь идет не о конкретно о Буданове. Буданов самый известный, и он оказался с Донецка. Асан, рад, что ты сегодня посвятил эфир важной проблеме, нашей важнейшей проблеме. Да, именно так. Буданов типичный моксель, предками которого заселили Донбасс после истребления голодом тамошних украинцев. Не спорю. Надо передать по всем фронтам Украине, чтобы принимали ребят из Чечни в плен, что они не по своей воле привезли их туда. Надо доносить тем, что Чечне, чтобы завалить, сдавались без сопротивления. Надо доносить всем. Таига, абсолютно так, я об этом и говорю. Понимаете, что любой человек, неважно, чеченец он или не чеченец, если его поставить условие, что у него нет шансов, он будет драться. И мы будем драться, и чеченцы будут драться, и кадыровцы будут драться, и любой человек будет драться. А это же не только его убийство, это же убийство и нас. И если человек хочет сдаться, почему не предоставить? Это же лучше, чем убить его. И если его убить, он станет героем у них там. А если он сдается в плен, понимаем, что вот эта имперская, шовинистическая, путинская, ФСБшная вот эта завоевательная война, она ничего, эта идея ничего не стоит, что люди за нее не погибают, а сдаются в плен. И эти люди потом могут не просто в Литву уехать, они могут стать как в русском легионе. Русские сдались в плен, летчики были. Да, они не в русском легионе, но летчики сидят и рассказывают, да, мы бомбили, нам отдали приказ, мы сбрасывали бомбы и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, нужно, и мы будем этим вопросом заниматься, украинцы. И мы хотели бы с вашей стороны увидеть встречное движение в этом направлении. Чтобы это нужно сейчас делать, это нужно кричать. Я уверен, там наши бойцы, они ведут эту работу. Я очень на это надеюсь. Но надо ее еще больше вести. Нужно по всем каналам говорить, сдавайтесь, переходите. Вот смотрите, киргиз Мусиханов, который перешел. Это очень хороший пример, если его не отдали. Покажите его по всем каналам. Скажите, да, пускай он сам расскажет, что да, я добро, он же это уже говорил. Это есть видео в интернете. Он говорит, слава Украине. Я вам сейчас покажу это видео, где он это говорит. Сейчас, одну минуточку, чтобы не быть голословным. Так, к большому сожалению, видео немножко обрезанное, поэтому, может, не очень хорошо будет видно, но постараемся, чтобы было слышно. Так, это украинцы везут в машине вот этого киргиза Мусиханова. Так, сейчас, одну минутку, друзья. Так, смотрите. Працюють, взяли полоненого. Як звати тебе? Киргиз. Киргиз? Да. Видите, он поднимается, его видно. Сейчас. Он поднимает глаза, его видно. Он видит, что его снимают на Ну камеру. все, будеш живий, не переживай. Все буде добре. Так, все нормально. Слава Україні.
Вот кто это сказал «Слава Украине»? Конечно. 25-ка дешевешечка. Вот улыбается. Сапери відзначилися. Тебя не пытали? Ага, легче. Нет, я сам пошел к ним, сказал, как я приехал, как сбежал от тех, от своих типа. Слава Україні! Конечно. Сапери працюють. Так, чтобы было понимание, что вот если этого человека привести на все каналы Украины, показывать его, сказать, что а сейчас готовится мобилизация, об этом Кадыров неоднократно заявляет, что нужно весь чеченский народ бросить. Понимаете, украинцы, это же лишние потери. Я не хотел бы ни украинцев, ни чеченцев, в заложниках находящихся чеченцев, которые погонят на убой, и чтобы украинцы гибли. И эта война превратится в русско-украинскую, как этого они и планировали. Поэтому это нужно всячески попробовать избежать. Это не попробовать нужно, это нужно ни в коем случае не допустить. Как это так? Люди будут гибнуть в чужой войне ради каких-то чужих интересов, да, понимая, что люди насильно собираются. Именно поэтому я провожу стрим, именно поэтому я говорю, что чеченцы должны выйти и на акт национального неповиновения. И это должны сделать чеченские женщины, в первую очередь матери, которые должны просто заполонить всю улицу во временно оккупированном городе Джохаре и потребовать не отправлять их сыновей. Договор, лояльность с террористом, лояльность в обмен на жизнь нарушается. Все, больше ничего сделать с нами не могут чеченцы. Больше того, что они нас убить хотят, больше ничего они уже не сделают. И мы это все время говорили. Вот об этом была и речь, что если мы находимся под контролем России, нас в любой момент могут уничтожить. Не говоря уже о том из нас, чтобы как инструмент используют, там в Сирию отправить, где-то там, где-то еще куда-то заправить. Да? Это ни в коем случае нельзя допускать. Вот такие вот дела, друзья. Аслан, Кадыров хочет замазать весь народ в этом великом преступлении против человечности. Да, это не Кадыров. У Кадырова нету своего «я». Это ФСБ, это его кураторы из Кремля. Не Кадыров. Да, он хочет заморать. Кадыров, Путин, Патрушев, ФСБ хотят заморать весь чеченский народ и уничтожить чеченский народ. А оставшихся женщин, детей и стариков выслать. Как об этом нам говорил Джохар Дудаев с документами. Вы все видели эти документы, это видео. Когда они задержали ФСБшника и достали у него пакет, где чеченцев должны были депортировать со своих земель. А если не будет всех мужчин, это будет сделать очень легко. Понимаете? Убивает нашего течения Дросата. Рамзан, твой русский много мусульман. Зачем так любишь Путин? Да. Салам всем свободным людям. Салам Асан. Эд, пожалуйста, вот разные здесь заходят, ты только не бань сразу, хорошо? То если они матерятся, оскорбляют, или если у него есть антисемитские, антиамериканские и там прямые оскорбления, антиукраинские, античеченские выпады. Только в таком случае. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Как ты думаешь, какое будущее у ФРФ, фашистской Российской Федерации? Как ты думаешь, не придут ли к власти Ичкерии кремлевские агенты? Эдмомедов, я думаю, да, я думаю, к этому все, ну, мы видим Кутаева, мы видим Янгулбаевых, Тузиковых, там разных других, третьих, которые имеют тесные связи с фашистской Россией. И да, я боюсь, что и более того, они не просто придут, они сделают там Палестину. Хотят сделать Палестину. Чтобы постоянно какой-то вот этот нарыв такой, который вечно где-то террористы появляются. Постоянно у них не получится. Рано или поздно чеченский народ
проснулся бы. Но потом они новый какой-нибудь сценарий придумают. А я хочу Израиль из Чечни сделать, а не Палестину. Я хочу, чтобы у нас было свое государство, своя армия, чтобы нас никто не обижал, чтобы у нас все служили, и женщины, и мужчины, как в Израиле, чтобы у нас мы были союзниками с американцами. Вот чего я хочу. А они хотят сделать, чтобы мы остались Россией. А если мы остаемся с Россией, мы не просто в Палестину превращаемся, мы еще оставляем все преступления, которые фашистская Россия против нас совершила. Это цель России первая. Именно лиц, которые причастны. Это Степашин, это Путин, Патрушев, ну и можно долго перечислять. Поэтому, а мы сможем, если мы станем не Палестиной, а Израилем на Кавказе, вот тогда мы сможем, как и Израиль, находить террористов, преступников и наказывать их, судить их, как его фамилия забыл, которого с Аргентины привезли, который очень много евреев убил в концлагере. Вот таких людей мы будем тоже привозить. Эхман, что ли, его фамилия была. Привозить его в город Джахар и там судить. Да, я именно так и думаю. Я об этом неоднократно говорил. Да, это так. Аслан Кадыров боится таких родственников наших воинов, и поэтому их заставляют вступать в МВД, забирая их через день или пару дней и избивая их. Да, Кубик Рубик, именно так. Я прекрасно знаю, но так как не все знают всю нашу вот эту ситуацию, нужно рассказать. Мы удивляемся, когда какой-то человек воевал и погиб, а его сын, брат или кто-то идет служить им. Не всегда он там служит, не всегда он это делает рьяно. Чаще всего это очень редко происходит. Какая-то тварь конченая должна быть, которая вот идет вот на услужение и рьяно потом служит. Чаще всего бывает, мы убьем этого, да, помните, убили Магомед Даудов по кличке Бутылкин, принес труп, бросил к ногам отца и сказал, вот эту собаку мы убили, подумай о других собак, о других своих детях, чтобы там не лезли там и так далее, и так далее. То есть ты вынужден просто, чтобы сохранить своих остальных детей, ты вынужден просто идти на сотрудничество, как-то сохраниться, да, умершего не вернешь и так далее. А со стороны это кажется, смотрите, отец воевал, брат воевал, а он пошел им служить. Это не так. Там специально применяются такие методы. Это делают русские, и они давно это делают. И не только вот в эту войну или в эту эпоху. Это делалось всегда КГБ, там, русские спецслужбы. Самые беспринципные и самые конченые на земле это русские спецслужбы, которые есть вообще из всех конченых на земле. Вот, и да, они так вынуждают. Да, есть мерзавцы, есть подонки, есть просто люди боятся. Ну, а что сделаешь? Всю семью у тебя вырежут. Что сделаешь? Вот люди идут. Хотя я бы не пошел бы. Вырезайте, сказал бы всех. Дейр Оран Нурди пошел бы. Я дукас. Просто Ор бусал саганца. Оправдание есть охвай. И оправдать ты что духаешь. Так. Валейкум ассалам. Есть много баонаш, но одна из важных деоккупация Ичкерии. Повесить всех русских фашистов-оккупантов за их кровавое преступление против чеченского народа и чеченско-украинских народов. Не повесить, а судить. Судить, и я против смертной казни вообще. Чеченцы это такие же россияне, как и жители Донбасса и Крыма. Нет никакого русского легиона. Это просто выдумка СБУ, так как в СБУ очень много тупых, и они думают, что среди русских много нормальных людей, и они будут переходить на украинскую сторону. Фонес, спасибо тебе вот за разъяснение на самом деле. Они есть. Эти люди, они в масках, без маски, вот сейчас Пономаревым выступали. Они есть, и это большая ошибка. Это большая ошибка. И я думаю, дело даже не в тупости. Дело не в тупости. Нет никакого толка от них. И это вы правильно говорите. Ма'ибш бацарна ва гома вала бацк ночи. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам.
Арестович и Фейкин уже больно плавно подводят общественное мнение к тому, что Чечня якобы часть России и с корня убивает ту истину, что чеченцы это такие же россияне, как крымчане и донбассовцы. Да-да. Все, кто считают Чеченскую республику частью России, приведите мне документ, доказательство, что мы являемся частью Российской Федерации. В противном случае вы такие же россияне для меня, как все, кто нас убивает. Это я неоднократно говорил. Ассаламу алейкум, Массарга. Ва алейкум ассалам. Всем доброго вечера. Аслан, кроме тебя против Фейкина никто заявление не напишет. Слишком безмятежны наши соотечественники в Европе, чтобы заметить данный инцидент. Так, подумаем. Надо подключаться, друзья, надо подключаться. Ничего ж сложного нет. Надо просто потратить свое время. Никто же не надо обязательно уходить публично. Можно быть анонимно. Нет никакого русского региона. Так, это был Маджахет из Торнадо тоже чеченец? Нет, Маджахет он не чечен, он, по-моему, белорус. Но он мусульманин, мне кажется. Все, что касается оккупированной Чеченской Республики Ичкерия и СМИ Украины, очень размыто и как будто вычитано из кремлевских методичек. Самый простой пример — Джохар Дудаев, мятежный генерал. Да. Эд, зачем ты леди выключил из этого? Что ты делаешь, Эд? Тебя кто укусил? Не надо ее исключать. Она же не написала ничего. Она ничего, может, ты ошибся? С этим кириллизмом не все ясно. Его надо проверить на родине, кто он на самом деле. А сейчас просто предположение. Конечно, нужно проверить. Конечно, он может быть, его дядя погиб, брат погиб. Это еще не освобождает. Абсолютно. Это тоже понятно. Да, большая часть заложники, но есть люди, которые с удовольствием служат и выполняют любые грязные поручения. Конечно, нужно проверить. Конечно. Но ни в коем случае против его воли не выдавать. Буданов был офицером ФРФ. Да, именно так. Так, куда делись комментарии? Ну, ты не удалял, а у меня написано, написано, что, смотри, Эд Мамедов, модератор, исключил пользователя на 300 секунд. Вот у меня так написано. Леди 1974. Ты исключил на 30 секунд и закрыл ее комментарии. Причем все ее, Садула верно сказал, вот, все ее комментарии ты закрыл. И на 300 секунд ее исключил, то есть на 5 минут. С этим киргизом так, это было леди организаторы недавней войны в Чечне, русские евреи Шахрай, Махраев, так, рассказывает Эльцин, Мельцин. Недавней войны в Чечне, русские евреи. Нет ночи дальнобой. Шахрай, я не считаю Шахрай, что он еврей, во-первых. Он казак, Шахрай. Не знаю, просто Сосковца. Ельцин тоже был не евреем. Степашин тоже не еврей. Патрушев тоже не еврей. Поэтому это все слишком натянуто. Как и евреи, так и были и Завгаевы, и Гантемировы, и третий, десятый, и огромное количество, скажем так, не совсем евреев, которых мы знаем. Поэтому не надо вот однобоко это все преподносить. Ассаламу алейкум, братья ночи. Ва алейкум ассалам. Аллах, Казахстан. Аслан, приветствую вас. Хотелось бы услышать ваше мнение об Эрдогане. Как считаете, он диктатор? Я не знаю, диктатор он. Я думаю, Эрдоган диктатор, говорит Эд Мамедов. Хочет влиять на весь Кавказ. Этого допустить нельзя. У Ичкерии свой путь, демократический, как говорил Джохар Дудаев. Да, именно так, Эд. Я не знаю,
в отличие от Эда, диктатор он или нет. Но замашки эти у него есть. И не знаю, если сейчас будут выборы и его срок закончится, он уйдет, но он не диктатор. Да, замашки есть и все такое. И да, это прав, на Кавказе очень большое влияние есть. Нужно будет, наверное, как-то оставить Чеченскую республику, Ичкерию, и влиять на всех других, если хотят. На нас влиять не надо никому. И Турции в том числе. Так, почему не так? Ночью не знают, как перезагружать. Несколько раз вышла и зашла, но комменты свои я вижу. Да, видишь свой коммент? Не, ну, сейчас я тоже твой леди коммент вижу, а тот был удален и так плохо виден. Когда удален, так бывает видно для меня. Так, 127 зрителей, 91 лайк, 36 зрителей смотрят, и им это не нравится. Или у 36 работа такая, отслеживать контент. Георгий, здесь не поймешь. Здесь может показывать, что смотрят там сейчас сколько, 120-135 человек, а может реально быть больше. Потом резко они могут поменяться, эти цифры. Потом у меня может быть там лайков столько-то, потом они раз исчезают куда-то, комментарии исчезают. На этом канале творятся чудеса просто. А так вы правы, конечно, если зашел и не по работе, то лайк лучше поставить. И если ты не в Чечне, не забывайте о своей безопасности, те, кто в Чечне. Вчера смотрел кадры, где украинцы взяли в плен ингуша из города Назрань. Да, ну, в плен сдаются, значит, хотят сдаваться. Нужно об этом говорить, показывать этих людей, если они не против, эти люди. Если он добровольно, никогда окруженный, деваться некуда, там, убил 5 украинцев, сам ранен и попал в плен. Такого, понятное дело. Другое дело, когда человек не хочет воевать. Мы же этого добиваемся, правильно? Мы же добиваемся, чтобы у них не было охоты воевать. Вы же для этого каждый день Фейкина, я к украинцам обращаюсь, Фейкина, Листьева, Киселева, Невзорову гражданство, Пономареву гражданство даете. Вы же для этого даете, чтобы эти люди не воевали против вас, чтобы они вашими хотя бы союзниками стали, как минимум на словах. Вы же для этого это делаете. Вот поэтому этих людей не нужно убивать. Плен – это нарушение международного права, это вообще отдельная тема. Не говоря уже о том, что если преследуется цель, чтобы русская армия рухнула. Если они будут сдаваться, их будут принимать, и они это поймут, что им это безопасно, они все перейдут. Посмотрите, вчера, сегодня, сколько техники бросается, сколько плен сдаются. Одно дело в бою где-то там уже безвыходное положение. А другое дело, ты принял решение до боя или в безопасном месте, когда твоей жизни ничего не угрожает. Застрелил командира. Я, например, советую всем чеченцам брать с собой командира, русского командира, который будет против. Берите с собой и переходите на сторону Украины. Берите оружие, технику. Вот это ж так нужно делать. Асан, не отвечайте тем, кто затрагивает Кадырова, только ФСБ, ГРУ и все спецслужбы Рашки. Руслан Исаев. Ну, не всегда, не все. Есть украинцы, которые много пребывают под полной пропагандой российской по отношению Чечни, Кадырова, чеченцев. В Дагестане уже поняли, на заборах пишут, Мага воюет, а Иван отдыхает. Ну, Иван тоже, на самом деле, не так уж и отдыхает. Ну, а Мага, да, Мага и в Чечне воевал с Дагестана. У нас просто, как будто в Дагестан заходишь, когда около аэропорта Северный, вот это, их база там, где там они выходят, заходят, так-то они особо в своем городке жили. Но так, смотришь, как будто вот в Дагестане. И не русские оккупанты, а какие-то кавказцы. И при всем при этом мы не говорили, что вот дагестанцы, там эти, там третий, десятый. Фрейроки, Амир, я тоже по-чеченски тоже пишу, чтобы они сдавались, да, к сожалению, у некоторых мозги промыты. Нужно, конечно же, это писать, это очень правильно, то, что ты делаешь, Фрей. Нужно везде, во всех чатах, везде вы должны писать. Везде пишите,
что есть возможность. Я под этим видео помещу телефоны, как сдаваться. Вот эти телефоны нужно выучить наизусть. Позвонить в Украину, можете мне написать, можете позвонить по этим номерам. И нужно как сдаваться правильно, чтобы это произошло без эксцессов каких-либо трагических. Как считаете, распад этого недогосударства близок, Амир? Да, именно так, я так считаю. Не знаю, насколько это близок, но это без сомнения произойдет. Так, друзья, я перемотаю, уйду туда, вперед. Так. Руслан, так, Асан, Путлера не пригласили на похороны Елизаветы Бовар, почему я очень обрадовалась. Ну, еще мне хватало этого, леди, не хватало этого террориста пригласить еще на похороны Елизаветы II. Так. Büyüzlü хыжу масера маш оймасу шо юэль ха юэль врея. Да поможешь создать Украине. Вольф, ты опять вернулся. Ты просто неубиваемый, Вольф. Кстати, забавный факт, друзья. Русские на сегодняшний день потеряли более 1100 танков. Теперь вооруженные силы США по количеству танков на первом месте, а были на втором. Слава ЗСУ. Я думаю, сейчас на первом месте будет Украина по количеству танков. Те ингуши были окружены и ранены в Харьковской области и не успели драпануть. А они так сдались, да? Ну, значит, россияне идейные. Если наши ребята дадут себе показать, их родственников дома замучают. Ну, допустим, киргиз себя показал. Его снимают на камеру, он говорит слава Украине. Он видит, он открыт, глаз у него видит, он поднимает голову, видели это видео. Я думаю, этого человека нужно просто одеть, искупаться ему даже, переодеться нечего, он просил одежду там, одеть, накормленный, наверное, одеть его там, показать на камеру и пускай рассказывает, что да, я перешел, призываю всех, вот так это должно произойти, проводить пресс-конференцию с ними. Вот смотрите, этот человек пришел. Приходите все. Вот сейчас видео, которое я выложил, последнее у себя в интернете, вы же видите, они сидят там в окопе, уже разбомбили, у них все плохо, они фактически уже раненые, тот убит, там раненый, этот, они вот разговаривают. Им нужно сказать, идите сюда, не воюйте, не сопротивляйтесь. Если чеченцы будут переходить, это очень сильно повлияет на русский дух, очень сильно. Если чеченцы уходят, ага, значит все, вообще пиши пропало. Будут они так думать. Поэтому, конечно, это нужно делать, а не так, чтобы там ради того, чтобы заработать денег, как мы знаем, как обмен там Адам, забыл его фамилию, там украинская фамилия у парня, у которого отец был замом представителя Кадырова в Украине. Саидов звали отца, по-моему. У парня, у этого Адама другая фамилия была. И это что, нормально там фигурирует? Колоссальные суммы. Ну, это что, нормально, что ли? Нет, друзья. Здесь весь мир помогает, столько денег вбухивается, столько оружия, столько добровольцев приехало со всего света. Здесь весь мир работает на Украину, на победу Украины. И тут какие-то там любители легких денег там решили где-то что-то сварганить или там сделать услугу ФСБ там, по заданию, или ГРУ по заданию Фейкина, кого-то украсть и так далее сделать. Конечно, нужно этих людей выводить, надо показывать, и надо открыто, честно вести диалог, войну и так далее. Обязательно это нужно делать. А если они сдадутся, их ведь семьям угроза остается. Кому-то да. Ну вот такая вот, в заложниках находимся. У меня тоже были родственники. Международные конвенции. Ассаламу алейкум инарш. Ва алейкум ассалам аду. Ассалам просто цатигер духва. Руслан ise
Так, я вижу, Асан, когда пойдет конец Кафыра, куда он побежит? Ему бежать некуда, только в Москву. За последнее время, мне кажется, что русско-украинская война плавно переходит в чечено-украинскую войну. Да, если мы что-то не будем делать, так и произойдет. Кстати, русские олигархи делают деньги дальше Украине, несмотря на то, что Россия ведет геноцид против украинцев. Асан, хорошо, что это у нас есть. Им душуншун, ешаца, ешабаца, дизель. Прежде чем сдаваться, лучше сделать какое-либо благое дело, типа утилизировать командира или взорвать склад боеприпасов, чтобы положительный бэкграунд. Абсолютно с вами согласен. Фонес, абсолютно, я об этом говорю. Захватить технику, командира, например, если есть вероятность, что он будет мешать, командира можно взять с собой. Можно его оставить там же. Можно сфотографировать на телефон, там еще что-то сделать. Можно взять оружие. Если придут с танком, это вообще большие деньги за это платят. Я сейчас не помню, какие суммы, но там большие деньги. Там 50 тысяч, 100 тысяч долларов. Может быть, там, я не помню сейчас точно вот этих цен. Поэтому, да, это вполне может, это нужно сделать. А как по-другому? А ты пришел воевать, другое дело, когда тебя насильно погнали, там еще что-то там, а тут ты военнослужащий или там росгвардеец, тебе говорят, иди, да, 300 тысяч получишь, 200 тысяч получишь, все, да, я побежал, прибежал, а там не так, как тебе сказали. И ты думаешь, надо сваливать. Ну, так же подумают украинцы, правильно? Поэтому ты должен сфотографировать командира, лежащего в обнимку там с другим замом командира, там, или там склад с боеприпасами взорвать, сесть на танки уехать, там, или взять командира и замкомандира с собой. Ну, можно же это сделать при желании, можно. Особенно, когда они там под этим делом, они сейчас все там бухают, наверное, споил, закинул его, несколько человек сзади в грузовичок и смотался. Конечно, я утрирую, шучу, конечно, но это нужно как-то делать. Если вы хотите, чтобы вам поверили в Украине, надо это, а как по-другому? Не просто надо формироваться и воевать против фашистской России, раз ты уже выбрал эту профессию, служишь, держишь в руках оружие, то в Чечне, после того, как установится Ичкерия, ты там не будешь в фаворе, если ты не искупишь, не примешь меры для того, чтобы победить фашистскую Россию. Аслан, Тарас Березовец только что выпустил видео под названием «Тайная тюрьма, где проводили пытки кадыровцев в Изюме». Look. Очень интересно. То, что они могут это сделать, я в этом не сомневаюсь. Но они это делают над нами. Почему им не будут делать над украинцами, если они делают над нами, среди нас живя, говоря на нашем языке, называя себя с нами одной религии, одной национальности. Очень легко они это делают. Но их не так много, кто это делает. Там отдельно каста такая, группа садистов у них есть. Но многие это знают, покрывать. Да, надо будет посмотреть. Главное, чтобы фейков не было, опять, чтобы заморать там и так далее. Почему такие испытания выпали на долю чеченского народа? Ну, потому что чеченцы не сдаются. Ну, ты согласись, как дагестанцы или кто там, другие народы, которые есть, да, сейчас обидится кто-нибудь. Согласись ничего не делать, и тебя не будут бомбить. Согласись быть покорным слугой, рабом. Все, никаких бучуркой, черномазым и всем остальным. Все, ничего, живи себе. Иногда отряхивайся, когда тебе пинка дают, и все, и никаких проблем. Вся проблема, что мы не соглашаемся. Мы не отходим от своего. Почему сейчас Украина гибнет, погибают украинцы? Потому что они не хотят просто. Они могли поднять руки и сказать, да, все, сдаемся. Все, Путин был бы царем, там какие-то украинцы неплохо себя чувствовали бы, но не было бы будущего у нации украинской. Вот в этом вся суть. Вся суть, и пока мы сопротивляемся, пока мы имеем свое «я», мы не стали теми, кем нас хотели сделать. Это дорого. Свобода – дорогая вещь, к большому сожалению.
Я не знаю, о ком ты говоришь, Руслан Исаев. Я не знаю, о ком ты говоришь. Откуда, у кого мне взять религию, чтобы попасть в рай? Руслан Исаев, пожалуйста, богохульство на этом канале не нужно. Религию вообще мы не трогаем. И некоторые вот эти перепады, именно богохульные перепады, я не приветствую и не разрешаю. Машал Аслан, чуваш машволь. Так, надо договориться, чтобы чат антитеррор и твои стримы в разное время происходили. Там много твоих потенциальных и действительно зрителей сидит. Ну пусть сидят, там посмотрят, тут посмотрят. Мы не согласовываем, когда кто что проводит. Я провожу, как я провожу, они проводят, как они проводят. Ничего страшного в этом нет. Запись есть, все останется на века, что мы здесь говорим. На века. Поэтому, пожалуйста. Так, почему тебе не делать субтитры под своим видео на английском? Руслан, это предложение, ты хочешь озвучивать их? Я слышал в начале войны, что кто не хочет вернуться назад в Россию, тем статус беженца. Да, Стелла, именно так. Литва предоставляет убежище тем, кто хочет выехать, перешел, дезертировал, там, сдался в плен и хочет уехать в Европу, он может поехать в Литву и получить там вид на жительство. Даже у нас здесь российский агент Абдурахманов пытался, ну, сперва он обманывал людей, что ему в Швеции дали позитив, а потом он пытался через какого-то представителя, якобы говорят, агента СБУ, под этими бумагами получить в Литве документы. Ну, видимо, что-то пошло не так. Это не богохульство, просто все говорят, что все они правы. Ну, то, что ты говоришь, это богохульство. Вот то, что ты сказал, это богохульство. Откуда мне взять религию Аллаха, чтобы попасть в рай? Ну, ты не веришь в это. Но это твои дела, твои дела. Понимаешь, я отношусь спокойно. Да, я не понимаю атеистов. Я очень не понимаю этих людей. Но это твое личное дело. Когда умрем, проверим, кто из нас с тобой прав. Так, во Франции бывшему ЧВКшнику, татарин по нации, забыл, как его зовут, предоставили политическое убежище. Ну, видимо, он нормально дал информацию, видимо. Ему поверили. Это значит о том, что он сотрудничал, если известно, что он ЧВКшник и все такое. Это очень хорошо. Это очень хорошо, как бы, что вы не думали, это очень хорошо. И до сих пор, заканчивая свой стрим, друзья, я закончу свой стрим сейчас, я сделаю опять обращение к Кадырову. Рамзан, я делал неоднократно, и уже я не знаю, согласятся или не согласятся принять тебя. Раньше такая возможность, вероятность была. Но если есть у тебя еще есть шанс, я могу попросить. Я тебе советую не призывать мобилизовать чеченский народ, а воспользоваться программой защиты свидетелей, американской программой защиты свидетелей. Перейти на сторону американцев, и все, вот как этот ЧВКшник, который получил во Франции политическое убежище, точно так же тебе перейти и все чистосердечно все рассказать. Есть шанс, что они согласятся. Так что думай, время тикает, время заканчивается у тебя. Очень быстро оно заканчивается у тебя. Так, фейки дают украинским СМИ большое пространство интервью. Говорит, что скоро Кадыров объявит независимую исламскую чеченскую республику. Несет чушь про наш народ. С ненавистью говорит про наш народ. Да, это давно известный факт. Нохчи Мадар Эльча, нохчи Чуар Украине, хажу кеч дешту. Чур дада вучти дельхар. Чура да бухчур
del hal хай перх гуллак цахуль и хал гуттер сих едез ницкол нахишчан керба меттик. Мы будем обсуждать, я буду выходить каждый день, постараюсь каждый день, не обещаю, каждый день постараюсь выходить в стрим, будем рассказывать в случае, если призыв будет всеобщий, план действия, первое, это акт национального неповиновения. Дальше я просто не буду все открывать. Дальше мы будем и инструкцию писать, и призывать, и здесь работать, и в Украине договариваться в случае, как перейти и так далее. Мы сделаем все возможное, чтобы чеченцы имели все возможности, кто не захочет принимать участие, не принял это участие. Но, конечно же, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Русские, чеченцы должны быть очень осторожны. Они должны сделать сейчас все, особенно это касается матерей, чтобы их сыновей не забирали. Все должны выйти на площадь. В случае, если это будет всеобщая мобилизация, все должны на акт национального неповиновения. Это должно быть мирным путем. Никто не должен применять оружие, силу и так далее. Просто выйти, взять палатки, теплую одежду, воду, сесть, кто-то там приносит еду, кто-то воду, и бессрочный акт национального неповиновения. Это первый план. Дальше мы будем потихонечку, в зависимости от того, как русские террористы будут себя вести с заложниками, которые находятся в Чечне, мы будем соответствующим образом поступать. Так, Аснам Баркал, так, Масахой Рустам. В любом случае, пока у Кремля есть деньги, эта сытая жизнь не закончится. Слава Аллаху, что у него бюджет сокращается и резервы арестовывают. Да? 3 месяца нам нужно продержаться. Буквально 3 месяца, до Нового года. Пока и призыв закончится, пока будет вся ясность. Много, может быть, через неделю, может, не будет никакого призыва, потому что Россия, Украина, я не говорил об этом сейчас, у нас была не эта тема. Украина готовит контрмощное наступление. Вот то наступление, которое было, это просто были цветочки по сравнению, что будет. Ленд-лиз начинается, оружие поступает, весь мир поддерживает, внутри России работает разведка. Ну, много чего интересного мы увидим. Фашистская Россия будет бита, она проиграет и будет капитулировать перед Украиной. Но для этого нужно немножко нам продержаться. В любом так. Прошу прощения за ошибки на чеченском основном. Пишу на эмоциях. Никаких проблем, Кубик Рубик. Как я на чеченском, ты точно не пишешь. У тебя это было хоть понятно. Аслан, ассаламу алейкум, береги себя, дай Аллах нам всем встретиться в свободной Чечне. Ва алейкум ассалам, Баркал, брат, Баркал, всем салам, шалом, витаю, привет, Файтер, витаю тебя. Всего самого хорошего, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю, всего самого хорошего, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. И напоминаю всем, акт национального неповиновения против насильственной мобилизации. Будем готовиться, друзья. Мы должны в Чечне до каждого довести. В случае, если будет насильственная мобилизация, чеченский народ выходит на акт национального неповиновения. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Адикёль Маш Ойль.